Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза, в который теперь входят 5 стран. Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Членство в Евразийском экономическом союзе, а также в таможенном союзе практически поменяет порядок экономической жизнедеятельности ближайших соседей в регионе, ну, конечно, и самих стран-членов. Граница Кыргызстана для этих республик, в частности для Таджикистана, для Узбекистана, а теперь фактически стала границей Евразийского союза. Членство в этой организации упраздняет некоторые сложности, существовавшие до сих пор. В первую очередь на территории стран-членов организации будут сняты таможенные посты. И товары из Кыргызстана будут поступать в страны члены этой организации без таможенных пошлин. Обещают и определенные послабления в деятельности трудовых мигрантов, в частности на территории России. О том, каких изменений отныне следует ожидать Кыргызстану и другим странам Центральной Азии после этого, и какой формат отношений в рамках Евразийского экономического союза может сказаться на соседях, поговорим с гостями центральноазиатских программ «Радио Свобода», «Свободная Европа». Разрешите представить вас. Сегодня с нами Талант Султанов, директор Национального института стратегических исследований Кыргызстана. Нозим Ишанкулов, эксперт по экономическим вопросам из Таджикистана. Сегодня он к нам присоединился из Вашингтона. Фарход Толибов, эксперт по вопросам интеграции из Узбекистана. Камолиддин Рабимов, политолог и бывший сотрудник Института стратегических исследований Узбекистана, который присоединяется к нам из Франции. Добро пожаловать, спасибо, что вы уделили свое время. Давайте в первую очередь дадим слово нашему кыргызскому гостю, который просто расскажет о том, как скажется новый статус Кыргызстана, как изменится и вообще как вы смотрите на то положение дел, в первую очередь в экономическом, конечно, плане, на вашей стране. Как вы, возможно, знаете, последние, может быть, 10 лет экономическая модель Кыргызстана ориентировалась на такую реэкспортную модель, где мы, будучи членами и Всемирной торговой организации, могли свободно торговать с Китаем, и будучи, имея преференциальные условия торговли с Казахстаном, с Россией, могли все эти товары из Китая перевозить, скажем, в Казахстан и Россию. Ну и также торговали, имели отношения торговые с Узбекистаном, Таджикистаном, куда эти все товары двигались. Но как таможенный союз появился, уже появилась таможенная граница между Кыргызстаном и Казахстаном и странами таможенного союза. И эта модель для страны нашей перестала работать. И последние 2 года уровень торговли стал снижаться из-за того, что уже наши торговцы, которые работали на крупных мирового уровня торговых рынках, как Дордо и Карасу, уже не могли товары перепродавать. Талант, такой момент. Вот все-таки давайте не будем забывать о том, что на власти Кыргызстана внутри, конечно, оказывалось серьезное давление со стороны противников вступления в организацию, а в частности оппоненты предрекают судьбу Греции где-то Кыргызстану, которая может стать дотационной страной, она будет полностью, критики говорят, она будет полностью зависеть от товаров стран Евразийского союза. Вот насколько оправданы эти опасения, насколько они имеют право быть вот в этом контексте? Да, на самом деле у нас в стране очень активно слышались голоса, как и тех, кто за вступление в Евразийский союз, тех, кто против. Приводились огромное количество аргументов, но в конечном итоге наш институт делал исследования, где мы взвешивали за и против вступления и не вступления в экономический союз с Россией, Казахстаном, Беларусью. И наше заключение было в том, что риски от вступления, они меньше, то есть риски от невступления перевешивают риски от вступления. А преимущество от вступления в Евразийский экономический союз перевешивают те риски, которые возникают с этим. Но, конечно, оппоненты тоже активно участвовали в дискуссиях. Эти вопросы на различных площадках, как и с гражданским обществом, так и в парламенте, постоянно обсуждались последние 2-3 года. И те аргументы, которые, конечно, приводились оппонентами, они
не всегда были взвешены, я считаю. Например, один из самых сильных аргументов, который приводили противники, что автомобили для граждан страны станут во много раз дороже. Почему-то вот этот аргумент активно использовался. На самом деле сейчас у нас рынок автомобилей, там цены упали. Давайте перейдем теперь на тему о том, чтобы более расширить этот вопрос, как это все может сказаться уже на странах-соседях, на положении в Узбекистане, на Таджикистане. Я бы хотела сейчас предоставить слово гостям с узбекской стороны, чтобы мы поняли сейчас мнение. Камолидин или Фарход, кто из вас готов сейчас выразить мнение? Я думаю, начало функционирования Евразийского экономического союза говорит о том, что на самом деле этот союз еще долго будет формироваться, что он еще абсолютно не состоялся. И, собственно, даже на экспертном уровне и на уровне простых граждан, как я наблюдаю, как в Казахстане, так и в других центральноазиатских странах, Кыргызстане, Таджикистане, да и у нас, в Узбекистане, не исключаю и в Туркменистане, ведутся очень серьезные дебаты и дискуссии на предмет, насколько этот союз отвечает интересам этих республик. И из этих дискуссий и дебат я заключаю, что даже экспертное сообщество сильно разделено по этому вопросу. О том, что такое Евразийский союз. Речь идет о том, что смысл или, скажем так, сущность этого нового объединения остается пока очень неотчетливой, смутным, и отношение соответствующее. Возвращаясь к вашему вопросу, как скажется это объединение на соседних центральноазиатских стран, я думаю, пока этот союз еще не сформировался, как я говорил, и это требует еще большого длительного времени для становления этого союза, на этот период, что ли, такой инерционный период, соседние страны серьезного изменения и не ощутят, я думаю. В добавление к этому аргументу, я думаю, еще стоит упомянуть о том, что помимо каких-то многосторонних по типу Евразийского союза соглашений, все-таки каждая из отдельных стран Центральной Азии, с Россией в частности, ну, преимущественно, конечно, с Россией мы должны говорить, имеет свой пакет соглашений, экономических, торговых соглашений, которые никто не отменял. Нозиме Шонкулов, представитель таджикского мнения, вы согласны с мнением о том, что вот данный проект, данное объединение, оно в первую очередь в пользу все-таки трудовых мигрантов? Мы знаем, что из Таджикистана более 1 миллиона человек находится на заработках ежегодно в России, и это отвечает интересам народа, если так вот, грубо говоря, интересам народа, но не отвечает интересам государства. Почему? Если вы согласны с этим мнением, то почему? На мой взгляд, Таджикистан все-таки вступит, и учитывая нынешнее положение, деваться правительству некуда. И хотя я не являюсь большим сторонником этого объединения, правительству все-таки необходимо вступить, потому как он от этого решения выиграет больше, чем потеряет, или чем получит даже. Что получит и не получит Таджикистан, в чем сильные и слабые стороны этой организации именно для Таджикистана? Как мы знаем, около 240 тысяч наших сограждан находятся в запретном списке на въезд в эту страну. Многие наши мигранты возвращаются в связи с тем, что не могут получить разрешение на работу, или же тот доход, который они сейчас получают, является неудовлетворительным. Возвращаясь в страну, они создают социальную напряженность, и правительство во избежание этого вынуждено будет как-то это напряжение снизить и все-таки, может быть, пойти против своих принципов, может быть, пойти против обещаний своих партнеров, надежд и планов, которые они рассчитывали. Все-таки вынуждено будет вступить и как-то обеспечить нашим трудовым мигрантам достойное положение.
То есть, как мы знаем, для стран-членов объединения будет обеспечено свободное передвижение и отсутствие необходимости получения разрешения на работу. Мгм. Существует еще и такое мнение, что минусы для правительства, для государства именно исходят от того, что в случае вступления Таджикистана в это объединение резко снизится или просто поскудеет статья доходов именно с таможенных сборов. Таджикистан страна, которая очень сильно зависит от статьи импорта, и поэтому это, конечно, идет вразрез с интересами государства. Действительно, такой риск существует. Бюджет Таджикистана примерно наполовину, 48-50% доходов всего бюджета составляют доходы, изымаемые за счет импорта. Это НДС, акцизы и сами таможенные пошлины. Что касается НДС, то они наверняка останутся в бюджете Таджикистана, потому как неизвестно, как изменятся торговые потоки сейчас. Возможно, какие-то товары будут также поступать напрямую в Таджикистан, а может быть, они пересмотрят свои пути и будут доставляться теперь из России или Беларуси или из какой-либо другой страны. Соответственно, они уже не будут облагаться НДС или акцизом и так далее. Что касается таможенных пошлин, то сейчас Кыргызстан имеет долю в 1,9% от всех таможенных пошлин, которые поступают, то есть от импорта товаров, которые поступают из дальнего зарубежья на территорию таможни, на территории Евразийского экономического союза, то получает, учитывая то, что экономика Таджикистана очень похожа с экономикой Кыргызстана, примерно доля будет тоже около от 1,5 до 2%. Вот такой вопрос, более, скажем так, переходящий, конечно же, в политическую плоскость, мы не можем от этого отмежеваться. Когда инициатива о создании Евразийского экономического союза прозвучала из уст президента России Владимира Путина, многие критики назвали эту идею стремлением Москвы в реальности по-новому сконструировать политическую карту СССР. Ведь страны-члены организации фактически подписываются под правилам игры, предложенными, под новыми правилами игры, предложенными Москвой. Так это или не так, или же все-таки здесь нужно смотреть чисто на этот проект, на это сотрудничество, нужно смотреть чисто экономически. Как вы об этом, как вы на это смотрите? Камолидин Рабимов. Спасибо большое. Я согласен с оценкой Фархата Талипова. Фархат сказал, что это в первую очередь геополитический проект. Абсолютно согласен, потому что именно это геополитический проект экономический. В центре мысли господина Путина или Москвы находится восстановление влияния Москвы на постсоветском пространстве. Это вообще считается исторической идеей Путина на третий срок. Он во время предвыборной кампании публиковал свою статью, огромную статью о необходимости создания такой конструкции. Тем не менее, вот привлекательность этого союза снижается. Главная причина – это поведение Москвы, России. Одним из факторов дискредитации является Украина. Сейчас даже Казахстан, ближайший союзник, и Беларусь, они переживают некий синдром, украинский синдром. Мы знаем, что Казахстан в данное время в этом союзе является самым главным союзником Российской Федерации. Но тем не менее, если посмотреть на общественное мнение Казахстана и политически пощупать мысли, чувства политической элиты Казахстана, то можно ощущать, что они переживают очень глубоко именно украинский синдром. Вступая в Евразийский экономический союз или вообще Евразийский союз, каждое государство преследует конкретные цели. Тут нету привлекательности, то есть здесь нету
равномерные, одинаковые как бы цели, задачи, скажем так, ценности. Каждое государство преследует свои как бы конкретные текущие цели. Эти причины и как бы являются движущей силой или главной Нет, причиной понимаете, того, вот, что Ташкент не собирается поддерживать идею нет, Путина? независимо от какого поведения, какое состояние будет или имидж в Российской Федерации, Узбекистан будет избегать вступления этого союза, потому что, но есть ряд причин. В первую очередь, Узбекистан считает, что Узбекистан очень с подозрением относится ко всяким проектам Москвы. Если исходить из этой мысли, я вот хочу, чтобы другие коллеги тоже присоединились. Если поставить вопрос таким образом, зачем Путину и России это объединение? Ну, во-первых, сама идея Евразийского экономического союза, она когда-то впервые была озвучена президентом Назарбаевым, то есть в виде идеи, а потом уже реализовалась в конкретную концепцию как Таможенный союз и Евразийский экономический союз. Также, и здесь Казахстан является активным голосом, подчеркивается, что это объединение чисто экономическое, то есть не несет политической компоненты. И поэтому каждая из стран в политических вопросах занимает ту позицию, которая близка к их национальным интересам. И здесь я думаю, что вступая в Евразийский экономический союз, например, Кыргызстан, наоборот, получает больше возможностей влиять или участвовать в дискуссиях вместе с партнерами в тех вопросах, которые могут повлиять на Кыргызстан. Я думаю, в данную историческую эпоху после обретения независимости и бывшими советскими республиками и распада Советского Союза, кстати говоря, инициированного Россией, в данный момент в России возобладало более жесткое крыло политического истеблишмента. Если говорить прямо, даже можно утверждать, как многие эксперты утверждают, возобладало имперское направление внешнеполитической мысли. Многим в российском истеблишменте, конечно же, во главе с Путиным, кажется, что, в общем-то, Россию сейчас окружают недружелюбные, если не сказать вражеские государства, что НАТО наступает на интересы России, что Соединенные Штаты оказываются не другом, а врагом, и так далее, и так далее. Вспомните главный аргумент, который был приведен для оправдания аннексирования Крыма, что Украина собирается вступать в НАТО, и натовские силы будут приближаться к границам России. Это один из многих примеров, показывающих, иллюстрирующих, что в российском политическом эстаблишменте, в сознании многих сегодня многих политиков, которые действуют сейчас в руководстве России, именно возобладала вот эта жесткая линия, жесткое представление, или, можно сказать, даже черно-белое представление о мире. Как вы считаете, у вас, вот как у экспертов, у людей мыслящих, у каждого из вас, наверное, есть свое гипотетическое видение идеи об интеграции. Эти страны Центральной Азии, спустя 20 лет после приобретения независимости, так или иначе приходят к мнению о том, что полнейший разрыв друг с другом – это большая ошибка, они не могут существовать вне кооперации, вне тесного сотрудничества. Закрытые границы создают массу проблем для всех, на всех уровнях. У вас есть свое видение, ну, идеалистическое, наверное, формулы интеграции стран Центральной Азии или, может быть, на пространстве бывшего СССР? Считаю, что открытие рынков, открытие границ, свободная международная торговля – это только благо для всех. От торговли выигрывают все, какие большие страны, развитые страны, такие маленькие, развивающиеся. Я сторонник зоны свободной торговли, свободного передвижения капитала, свободного передвижения людей, но я противник, когда это делается за счет ограничения
торговли за счет ограничения передвижения с другими странами. Спасибо. Таджикистан это... То есть мы знаем, что Евразийский экономический союз предполагает в том числе союз таможенный, который создает зону свободной торговли внутри, но ограничивает эту свободу с другими странами, не членами объединения. Талант Султанов, ваша страна находится в другом статусе, теперь вы члены этой организации. Все-таки есть ли у вас идея по поводу идеальной формы интеграции в рамках Центральной Азии или бывших постсоветских республик? На самом деле, когда Кыргызстан подал заявку на вступление, как я ранее отметил, это была заявка на вступление в таможенный союз. И тогда обсуждалась только тема устранения таможенных барьеров. Но пока вот процессы переговоров шли, уже действующие члены таможенного союза перешли на следующий уровень интеграции в Евразийский экономический союз, который уже предполагает свободное перемещение как и товаров, услуг, капитала и в том числе трудовых ресурсов. И я думаю, здесь вот Кыргызстан как раз удачно так сложилось, что да, у Кыргызстана есть большая зависимость, что много наших мигрантов уезжает работать туда. И да, я согласен, что нашим странам все-таки надо прилагать большие усилия, чтобы не было такого большого оттока населения. И, возможно, вот в таких интеграционных объединениях, продолжая идею Назима, может быть, если Россия, Казахстан являются сырьевыми экономиками, для наших экономик, как Кыргызстан, надо находить ту нишу, чтобы как бы специализироваться, да, и находить вот сравнительные преимущества. Я думаю, на протяжении почти четвертьвековой истории независимости после Советского Союза единственное объединение, которое более или менее отвечало критериям интеграции, региональной интеграции, это была Центральная Азия. Более того, многие, кто скептически относится к интеграции или критикуют интеграцию Центральной Азии, ссылаясь на якобы имеющееся недоверие там, между лидерами и так далее, забывают, что на самом деле интеграция в Центральной Азии была очень впечатляющим процессом, очень убедительным и очень мощным процессом, начиная с первых лет независимости, то есть с 1991 года фактически, можно сказать, до 2005 года. После Хорошо, 2005... а как же проблемы с визами? Как же проблемы с минированием границ? Как же проблемы авиасообщения между странами? Там же куча проблем. Я не отрицаю эти проблемы, но в то же время призываю для более сбалансированной оценки ситуации на другую чашу весов поставить те активы, тот позитив, который был накоплен, как я уже сказал, с 1991 года. Обратите внимание, когда Советский Союз был искусственно ликвидирован в Беловежской пуще, буквально через 5 дней, если Беловежская пуща была 8 декабря, то 13 декабря, буквально через 5 дней, 5 центральноазиатских лидеров собрались в столице Туркменистана Ашхабаде, чтобы провозгласить свое содружество, как бы в ответ на содружество независимых государств. Ведь никто их не заставлял сделать это, они могли продолжать существовать как независимые государства, но они восстановили некую когда-то существовавшую вот эту вот общность туркестанскую, или как хотите еще по-другому называйте, но это была региональная общность. Спасибо вам всем, дорогие гости. С нами сегодня по обсуждению темы расширения границ Евразийского экономического союза и таможенного союза до границ Центральной Азии. С нами были Талант Султанов, директор Национального института стратегических исследований Кыргызстана, Нозим Ишанкулов, эксперт по экономическим вопросам из Таджикистана, Фарход Толибов, эксперт по вопросам интеграции из Узбекистана, и Камолиддин Рабимов, политолог и бывший сотрудник Института стратегических исследований Узбекистана. Всего доброго.